Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, радиослушатели. Итак, в эфире передача «Якутск сегодня». С вами ведущая я, Ольга Голдобина, и мои потрясающие гости. О чем мы сегодня будем говорить в передаче? О том, что у нас 2023 год Айсеном Сергеевичем объявлен годом труда. Очень много мы говорим о педагогах, очень много говорим о обычных рабочих. Как-то вот принято, да, вот эти люди конкретно работают, трудятся. А музыканты, ведь это же тоже их работа. Это работа, которая доставляет удовольствие, которая нас с вами радует. И это очень тяжелый труд на самом деле, поверьте мне, потому что я сама занимаюсь творчеством. И сегодня я пригласила сюда в студию потрясающих людей, наверное, где-то даже легенду города Якутска, республики нашей. Два потрясающих, замечательных человека, которые сами себя представят к вашему вниманию. Итак, первый наш гость. Я думаю, что очень многие узнали нашего гостя. Это заслуженный артист Республики Саха-Якутия, аккордеонист-виртуоз Борис Корниенко. Вашему вниманию наш потрясающий артист, которого знают очень многие. Он дает очень много концертов, участвует во многих концертах. Очень активно принимает участие в благотворительных концертах. Это огромный плюс на сегодняшний момент, колоссально. Итак, Борис Николаевич привел к нам в студию, или правильнее сказать, пришел не один, а пришел со своим близким другом. Лично я этого артиста, честно говоря, не знаю. И поэтому очень хочется познакомиться поближе. Борис Николаевич, с вашей легкой руки, пожалуйста, представьте нам своего гостя. Очень с удовольствием. Всем здравствуйте. Хочу представить вам моего давнего друга. Я уверен, полгорода его знает точно. В лицо, по крайней мере, а еще больше, наверное, знает по его тембру голоса. Это Юрий Пунько. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Расскажите о себе. Ну, если вкратце, в Якутию я приехал после армии сразу, кстати, из Донбасса, с Красного Луча, город, Луганская область, в 1977 году. Меня вызвали ребята, музыканты, тогда работали все живьем. Компьютеров не было. И по телеграмме выслали деньги мне на билеты. Я оказался здесь. Был такой ресторан Сайсары, деревянный еще. Я ужаснулся, когда приехал, увидел этот ресторан. Думаю, надо ехать обратно. Потому что я работал в центральном ресторане, в гостинице на первом этаже. А здесь туалет на улице. Ну, такое впечатление. Ну, первый день отработал, второй, мне понравилось, и так я остался. Вот недаром говорят, север затягивает. Да, затягивает. Да? Вот бросить сильно. Север очень тяжело. Всех детей здесь народил, так скажем. Вот, так и остался, хотя звали в Москву и в Питер. И люди уехали у меня за границу, но я остался почему-то. Не смог я оторваться от детеныша, то от одного, то от другого, третьего, четвертого, пятого. Конечно. Вот. Поэтому так и остался. А потом ехать дальше уже поздно. Ну вот у нас же в городе в советское время было много ресторанов, да? Да. Много ресторанов, и они были все такие очень, ну, может быть, даже где-то похожие друг на друга. Тогда же строились типовые, по типовым проектам все делалось. Были как бы
уравнены все вот эти вот возможности. И тем не менее, от Бориса Николаевича я наслышана, что вы в нескольких ресторанах работали. Расскажите нам, пожалуйста, как в то время, я недаром в начале передачи сделала вид, что я говорила из 1900. Почему? Потому что Юрий работал в 1980-х, в 1990-х годах в ресторанах города Якутска. Как вот тогда собирались вот эти группы? Вы же были не один, там была команда. Конечно, конечно. Как собирались эти группы, эти музыканты? В то время, кстати, был такой пианист, клавишник Эдик Блехович, царство его небесное, очень деятельный мужчина. Вот. Он проводил не конкурсы, собирались группы вот со всех ресторанов, проводились сейшины. Если кто не знает, это идет квадрат какой-то, и каждый по очереди подходит, из музыкантов продолжает импровизацию. Вот. И проводились конкурсы часто. Северная, полярная звезда среди вот коллективов ресторанов музыкальных. Очень большая работа проводилась. Музыка развивалась очень сильно здесь, потому что как бы на север-то в то время ехали со всего Советского Союза, скажем да, так. Со всего Советского Союза. Да. Потому что, не будем скрывать, здесь большие деньги ходили. У кого это? Я вроде звук убрал. Я извиняюсь, дорогие друзья, извините, пожалуйста. Я же убирал. Авиарежим давайте сделаем. Сделаем. Ну и, короче, работа проходила очень большая, поэтому конкуренция была очень большая. Сюда ехали люди на работу. Собирались со временем, собирались такие крепкие, можно сказать, музыканты, которые востребованы сейчас до сих пор даже и в США, и в ФРГ у меня люди работают, мои, с кем я работал. Могу назвать фамилии, не обязательно. Не обязательно. Да. Все, кто бывал в это время в ресторанах, их знают хорошо. Вот так могу сказать. Какие песни тогда исполнялись вот в то время? Вы знаете, тогда... Какие песни? Это те, которые самые популярные проходили по телевидению. Вот она прошла, песня какая-то, чувствуешь, что это уже как-то... Хит, да. Сразу это снималось. Репетиция, зрителями это принято, жителями Советского Союза это принято. Приходилось быть на волне, все это живьем, все это репетировалось, мы репетировали. То есть на слух подбирали или где-то ноты искали, что-то? На слух. У нас... Уровень, какой был высокий? Все писал. Кто писал ноты себе, ради бога, кто грамотный был, а кто слухач, это ничем не отличалось от грамотного. Я извиняюсь, значит, получается, что в ваших командах не обязательно было иметь музыкальное образование? Не обязательно. Потом... Главное, чтобы был талант. Да, самое главное. Потом нас заставляли учиться одно время тоже. Правильное решение, я согласна. Да, учились мы, кто как смог, потом это утихло, все опять. Но, вы знаете, там не было плохих музыкантов. Просто они не могли попасть. Была очень большая конкуренция, поэтому... Был отбор такой, уровень был высокий. Уровень высокий очень был. Сейчас этого уровня нет. Я живых музыкантов, честно говоря... Вот не считая некоторых, вот и клавишника Пономаренко, Володю вспомню, гитаристов я особых не знаю сейчас. Вот. Как-то это вот немножко вот так, все под минуса, под плюса. Эти минуса же тоже кто-то записывает. Нет, это все берется из интернета. Вот так, я расстроена, что такое. Какие времена наступили? И потому что сейчас содержать, допустим, группу целую из 5 человек, это невыгодно. И не прокормишься. Поэтому ставят... компьютер, минусовочку включил и поешь. Если ты поешь вживую, если можешь петь вживую под минус. Если нет, пишут люди плюсовочки, и ротик открывают и поют. Значит так, давайте-ка мы тогда сейчас вас вживую и послушаем. Какую песню, уважаемые телезрители, радиослушатели, для нас, естественно, приготовлен подарок от наших гостей. Поэтому сейчас Юрий исполнит песню под аккомпанемент Бориса Корниенко. Поэтому очень внимательно запоминайте. Напомню, что у нас в студии есть телефончики, по которым наши операторы у вас примут ваше пожелание, просьбу. Вы можете задать вопрос, передадут нам, мы ответим. Номера телефонов 32 00 66, 32 11 66. Итак, музыкальный подарок.
Песни людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Знаю, для тебя я не Бог, крылья говорят мне те. Мне нельзя к тебе на небо, прилететь. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле, а не то, что жить на земле. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле, а не то, что жить на земле. Прямо хочется захлопать, поаплодировать. Спасибо. Я, правда, со вторых суток. На вторых сутках. Вот, вы так правильно прямо с языка сняли вопрос. Почему год труда? И вдруг вот мы с радостью решили вас вот пригласить в студию. Я хочу сказать, что, дорогие друзья, Юрий сейчас работает совсем в другой стезе, и параллельно вот рабочему своему графику находит время для продолжения своей творческой деятельности. Расскажите нам, пожалуйста, где вы работаете? Я уже 10 лет работаю в охране, 7 лет отработал в Росгвардии, в ГУП охрана. Окончил для того, чтобы работать в Росгвардии. Вначале к МВД относились, потом я перешел в ЧОП. Так как я пенсионер, в ЧОПе можно как бы иногда нелегально работать, чтобы пенсия шла. Вот так, да? Но сейчас и легально работаю в итоге. Вот. Ну, вы просто работаете Да, в ЧОПе и параллельно находите, да. Да, параллельно периодически меня приглашают на благотворительные концерты. В том году в парке, в Доме культуры, потом в сборе табага, все это благотворительность. Вот. Ну, и иногда, свадьбы, банкеты какие-то. У себя на работе в Азимуте я работаю старшим сменом в охране. Там периодически проходят какие-то мероприятия, приглашают своим бесплатно
Скрытая реклама пошла, да? Ну так, по-дружески. Да, но вот я что хочу сказать. Вот у нас на самом деле масса людей, которые боятся что-то делать, к чему-то идти творить, потому что думают, что вдруг на работе с чем-то не справятся. Или на дом у них там времени не хватает. Дорогие друзья, это неправда. Если вы хотите чем-то заниматься помимо работы, я вас уверяю, любое ваше желание обязательно состоится и получится. Главное – хотеть. Понимаете? Идти вперед, не стоять на месте, придумывать в своей жизни какие-то новые вещи, какие-то сделать открытия, создавать вокруг себя жизнь настолько интересной и насыщенной, чтобы не думать о вчерашнем дне, а думать о том, что можно сделать завтра, и как это завтра будет для вас интересно, и интересно для ваших родных и окружающих. Это очень важный момент, и поэтому сегодня мы говорим об этом, мы говорим очень много о том, что можно всегда найти себе интересное хобби и создать для себя ту атмосферу в жизни, когда вам будет не скучно, будет благодатно, весело, и вы будете радовать не только себя, но своих родных и своих близких. Пожалуйста, принимайте участие в мероприятиях, мы всегда рады. Еще раз напоминаю, что у нас есть номера телефонов в студии 32 00 66 32 11 66 для ваших обращений. Можете позвонить, задать вопрос, мы вам ответим. Сейчас бы хотелось вот все-таки узнать, как вы подружились, как вы так встретились? Вот в каком году это было? Музыка нас связала. Да, это есть такая песня. Да. Музыка нас связала. Мираж, да? Да. Мираж, да? Борис Николаевич, ну раз начали, рассказывайте. Ну, вот вы тут упомянули хобби, да, людей. Я должен сказать, что специальность свою аккордеониста-музыкантов я пришел через хобби. То есть я пошел в музыкальную школу, по классу аккордеона я так увлекся этим хобби, что оно перешло в профессию. В профессию, да. И у меня была еще параллельно другая мечта. Я мечтал быть летчиком. Я играл в самолет. И у меня это страсть просто была. Я без самолетов не мог. Я жил в аэропорту, у меня окружение было все портовское. Папа у меня работал в авиации. Ну, вот Бог не дал здоровья. Может быть, не совсем так, а может быть, как раз полет для вас и происходит в вашем творчестве? Ну, есть, конечно, без полета невозможно. Скорее всего, да, так. Да. Полет души, скажем так. Да, полет. И я закончил музыкальную школу, закончил училище, институт, все поэтапно. Работал в свое время на Украине, в филармонии. А потом меня наша известная заслуженная артистка Наталья Трапезникова пригласила сюда поработать. Работали с ней. Какая потрясающая новость. Да, я так ехал сюда, на свою родину, думал, так годика два тут поработаю. Мне тут не хотелось почему-то реализовываться в то время. Годика два поработаю, с Наташей мы уже были знакомы. Как все мы решили, ненадолго. Да, приехал и... Так вот, благодарить за то, что вы у нас есть, надо... Угу. Память Натальи Трапезниковой. Да, работали даже. Да. Юрия тоже, наверное, кто-то позвал в свое время, конечно. да? С друзьями. Вы друзьями с ней были. Угу. Вот, а кто тебя позвал, помнишь сюда? Да. Помнишь, да? Кто? Озвучить можно? Помнишь? Секрет? Нет. Большой секрет? Ну, ага. Вот. И я приехал, и где год-два, там и 3, и потом работа. Тогда, это советские времена, вот вы тоже упомянули, они с чем хороши были? Была массовость. Массовость была во всем. В спорте, да, в музыке. Да. То есть, государство нас заставляло что-то делать, находить в себе какие-то плюсы, нас вели прямо, да? Интересно, да? Это было, да, мощно. Я попал опять же в авиацию, в Дом культуры Гагарина, в городе Якутске. Окружение было замечательное, люди талантливые, мне просто интересно со всеми было работать. И я там проработал около 30 лет, просто как один день. Теперь я с благодарностью вспоминаю, кто у меня занимался, такие тоже легендарные личности. У нас, например, был известный летчик, командир Валерий Иванович Кувшинов. Он пел Лещенко второй Лещенко. Здесь, когда был в 1968 году, он мне лично рассказывал, когда я приезжал сюда комиссия с Москвы, и тут какой-то конкурс был городской. И Валерий Иванович спел, тогда молоденький был. Ему сказали, это кто такой? Что за артист? Какого театра? Он говорит, это не с театра. Местный-то говорит, это летчик. Ну-ка позовите его к нам, к столу. Он подходит, ему говорят, слушайте, мы вас забираем в Москву, в консерваторию, там немножко подучим,
и вы будете заслуженным народным артистом. Я сказал нет. Дорогие друзья, я думаю, это интересная история. Сейчас реклама. Оставайтесь с нами. Итак, напоминаю, что сегодня в нашей студии два потрясающих гостя, неугомонные, веселые мужчины. Борис и Юрий. Люди яркие, творческие. Вот до наступления рекламы Борис нам начал рассказывать о том, как он приехал в Иркутск, с кем он тут был знаком, и про потрясающий голос второго Лещенко я запомнила. Продолжайте, Борис. Да, и вот комиссия его подозвала к себе и спрашивает: вы кем здесь работаете? Говорит, я летчик. Я закончил Харьковское училище, там это летное, и приехал сюда в гражданскую авиацию. Он говорит, мы вас забираем в Москву, немножко вас подучим, и будете вторым Лещенко. Он говорит, спасибо. Нет, я если у вас соглашусь с вами, то я у вас буду только петь, да, мне будет вся страна. А здесь я буду петь и летать. Ну, это правильно. Да, и правильно. Он принял такое решение. Что действительно случилось, время подтвердило. Его лучше никто не пел. Он действительно был сам... Его и знают больше. А какие песни вот он? Да. Вот он пел патриотические, военные песни. А песни. Лещенко тут при чем? А Лещенко при чем? Тембр голоса. Тембр голоса, подача голоса была. Вот. Уносится печаль, из души уходит Нет, прочь не тревога. Не тот Лещенко. Вы Петра Лещенко Петра имеете в Лещенко виду? конечно. Все, что Здесь было. под небом чужим. Да. Я как гость нежеланный. Да. Слышу Или все, что было, все, что ныло, все Ну, так бы и давным. сказал, Давайте всё. попробуем. Ну да, вспомнили Лещенко, да? Давайте, все, что было, да, попробуем. Есть такая потрясающая песенка. Ей почти 100 лет. Все равно года проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть? Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Итак, это был экспромт. И я надеюсь, что мы многим напомнили про замечательного, легендарного Петра Лещенко. И песню, которую мы сейчас исполнили, поет масса ярких исполнителей как Российской Федерации, так и за рубежом. И она наверняка вам известна по фильму «Ликвидация». Но это не было рекламой, это так мы просто рассказали. Итак, мужчины, продолжим. Юрий, расскажите нам, пожалуйста, вот вы работали в ресторанах. Как вообще это происходило? Вот это мое это мое детство. Вот мне интересно просто. Вот пришла группа, столики, и как? Короче, в то время это, можно сказать, было единственным, наверное, развлечением для народа, вот, такого, который, послушать хотелось музыку. Да, что-то вот хорошей музыки, потанцевать. В те времена рестораны были более доступными. Доступными, да, и по деньгам, и как бы там... они работали до 11 вечера, правда. Музыканты работали с 7, с перерывами по 20 минут до 10:30. Но когда мы приходили в 6:30 на работу, нам хлопали уже в зале. Уже зал ждали, сидел, да. уже хлопали. У нас, когда были окна открыты, ресторан «Север», допустим, который на втором на проспекте Ленина, напротив Тоймада, летом там вот эти окна открытые были, потому что курили же там раньше. Да, разрешалось. Это было да, плохо. разрешалось. Курить нельзя. Времена такие были. Да, конечно. Вот. Собиралась толпа на улице под окнами.
потому что мест в ресторане не хватало. Очень часто. Ящики из-под пива деревянные, знаете, были раньше. Накрывали, Ну, так, смутно помню, накрывали Газеткой? не газеткой, просто скатертями белыми, вот эти, которые это. И продавали места по 3 рубля за место, подставные. Ну, такая развлекуха смешная была для нас. Ну вот, в то возле время. Большого театра в Москве перепродают билеты, а у нас вот в советское время была такая вот торговля, так да, вот интересная. Делали деньги. Бизнес люди в то Бизнес. время делали, да. Делали, да, там все было интересно. Ну, и работали мы каждый день, один выходной был в разных ресторанах по разным дням. А какие вот самые любимые песни были у населения? А это уже от населения зависело. Ну, А вы напойте знаете, что-нибудь, напойте вот просто. ну вот, допустим, та же песня у людей разные, «Звездочка моя», потом «Девочка моя, семиглаз, синеглазая». Это 90-е. Ну, это 90-е, Девочка да, моя. да. потом. Это я в раз... Люди встречаются. да? Люди встречаются, люди Попробуйте, да, влюбляются, кусочек, женятся. порадуйте нас Попробуй. красивым Ну, звуком. если я текст весь вспомню. Кусочек, хотя бы кусочек. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне ж не везет в этом так, что просто беда. Низко очень. Вот, наконец-то, встретил я девушку. Девушку. Там, где тревожно стучат, И стучат поезда. Свой вагон нашла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Волосы светлые, в косы сплетенные, а в глаза небо рожденного осень, улыбки весна. Нежная, милая, очень красивая девушка. Может, где-то рядом она. В свой вагон вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронула я вслед, лишь рукой помахал ей в ответ. Замечательно. Да, иногда Дорогие текст друзья, забывается. еще раз хочу вам сказать. Не думайте, сколько вам лет. Не думайте, где вы живете. Не думайте об этом. Если вы хотите творить, хотите жить ярко, красочно, делайте, не бойтесь. Это все интересно. Делайте свою жизнь красивой, искрометной. Сегодня, завтра, не думайте про вчера, идите вперед в любом возрасте. Это всегда хорошо, это всегда счастье, это всегда польза. И молодежь будет на нас с вами смотреть, радоваться и вспоминать в свое время, какие были мы, и стараться нас повторить и сделать лучше, чем делали мы с вами. Я просто призываю вас к этому. Это замечательно, это потрясающе. Посмотрите на этих ярких людей, что они творят. Песни не учили заранее, мы ничего не обговаривали. И так легко и просто воздушно. Потрясающе просто. Борис Николаевич, вот у вас очень много различных мелодий. Мне так нравится, у него есть мелодия «Бессаме мучо». Я не знаю текста. Будьте добры, порадуйте нас. Потрясающе, просто потрясающе. И как радует, что вот, Юрий, вы такой молодец, вот вы и работаете, и не забываете свою молодость, да? И все это у вас как-то вот выстроено. Скажите, пожалуйста, у вас вообще вот есть в этих вопросах дисциплина? Или вот просто экспромт, отработал свободное время, и я пою, хочу там друзей радую, подрабатываю даже таким образом, занимаюсь тем творчеством, тем, что мне нравится и дорого?
Ну, как сказать, я, в общем-то, даже аппаратик приобретаю, вот у меня дома есть, для того, чтобы поддерживать форму какую-то, вот, и новое что-то делать, не отставать. Ну, современную музыку я, конечно, то, что поет молодежь, я не буду работать, это не мое. Ну, конечно, Да, у каждого поэтому, свое время, да. свои интересы, это вполне ну, понятные когда вещи. душа не Да. лежит, песня не звучит. Конечно, Вот. это вполне Без понятно. души песня да. не песня. Поэтому я работаю свой репертуар, который мне подходит, который мне по диапазону подходит, который мне нравится. Мне нравится, в который я могу вложить душу. Тем более я под плюса не работаю никогда. Я работаю то в минус, даже вот нету обработки голоса, когда держишь микрофон в руках, появляется, живешь. да, появляется и другой вокал, так скажем. Да. Это не то, что, вот, допустим, даже сейчас я работаю вот так, это редко очень, и данные уже другие, я вам точно скажу. Вот тональность низкая была, поэтому я чувствую ту тональность, понимаете? Я начал в той тональности. Это ваша тональность, да, конечно. оригинал, я чувствую оригинал. Борис Николаевич. Поэтому экспромт не получается вот иногда, потому что тональность не Вы знаете, сходится. вот чем хорош экспромт на самом деле? Это люди понимают, что действительно, вот, а плюс это нет. Ну, Человек вживую это делает, радуется жизни, получает почему? удовольствие, Да. кайф. Почему раньше пластинки Ага. винил ценится до сих пор? Потому что там Да. живое, не цифровое. А вот сейчас нам так вот. поступил как раз вопрос. Будем отвечать. Добрый день, слушаем вас. Алло, Здравствуйте. добрый вечер. Дядя, добрый день. Мне вот эта передача нравится, Якут сегодня. И сегодняшние гости тоже интересные. Спасибо. Я вас приветствую. Я из города Якутска, Светлана. У меня такой вопрос. А вы якутские песни поете? Нет. Якутские песни поем? Нет. Вот вы знаете, я как-то вот пыталась, честно говоря, но у меня очень много друзей, я родилась в этом городе, само собой, много друзей у меня, и они мне сказали, не порти мой родной язык. Да-да. Это, ну, якутский язык, это же такой же иностранный язык, как и все остальное. И чтобы петь на нем красиво, это надо вот, ну, надо чувствовать. Вот я не склонна к иностранным языкам. Я люблю якутскую музыку, я люблю якутскую эстраду. И многие артисты, кто с нами работает, они это отлично знают, понимают. И вообще и дома у меня это играет всегда. Но я четко понимаю, что не умею я петь красиво на якутском языке. А язык красивый, нежный такой, музыкальный, да. Вот, ну, может быть, мне еще не пришло время. Но мне тем более. Как-то вот, да. Я попыталась, но подружки меня просто попросили, чтобы я этого больше не делала. Может быть, они со мной... Ну, мы работаем над этим, конечно же. Может быть, когда-то наступит время, когда я выйду и спою. Ну, по крайней мере, все мои друзья над этим трудятся, мною плотно занимаются. Скорее всего, настанет такой момент. Вот. Ну, а Юрию, я так понимаю, уже поздно. Да. И я поддерживаю то мнение, что, не зная текста песни, даже выучив якутский язык, для меня это очень поздно. Потом овладеть иностранным языком в совершенстве очень трудно, и вложить в нее душу очень трудно потом. Поэтому Да. она не будет песней. Да, я вот люблю песни, например, у нас есть отличные артисты. Я люблю Айгалана слушать. Я очень люблю на якутском языке его песни. Хотя он поет и на русском, и на английском, но вот якутские песни у него потрясающие. Мне нравится Кирилл Матвеев до безумия. Вот просто вообще. Евгений Прокопьев, ну это что-то, понимаете. Мне нравится, как Леонид Анциферов поет на якутском языке. Но сама я настолько вот как бы еще не готовая к этому. Сожалею, но готовлюсь. Вот. Спасибо за вопрос. Это был потрясающе интересный вопрос. Почему? Потому что это действительно вопрос такой, ну, насущный, скажем так. Однозначно. А Борис Николаевич, вот вы же с Натальей Трапезниковой были знакомы. А что вот вы вместе с ней исполняли? И как-то был у вас дуэт хотя бы? Да, я несколько песен ей аккомпанировал. Какие? Тундара. Так. Наиграйте маленечко вот нам, маленечко буквально. У нас осталось совсем немножечко времени в эфире, Валенки порадуйте. она очень любила. Да, валенки она любила песню, Да, кстати. валенки. Да. Эх, валенки, Якутяночку валенки. она отлично. Якутяночку. Ну, вот эту,
полюбил песню. Потом... Здорово Тундара. её пел. Нет, давайте вот Тундара, давайте. Тундара. Да, давайте. Это Вспомнишь? потрясающе, Я она ее попробую исполняла. Забыл Дорогие уже, друзья, давно напоминаю, не что у нас играл сегодня уже. передача полного, вообще полнейшего экспромта. Мы не готовились, мы просто решили поговорить откровенно, без всякой, скажем так, ну, фальши, что ли, я не знаю. Вот как оно есть. Прийти, рассказать, поделиться, порадовать вас, порадоваться самим, в конце концов, получить удовольствие от общения в эфире. Поэтому не судите строго, чем смогли, тем помогли, как смогли, так ответили. Ну, если у вас есть еще вопросы, вы, пожалуйста, звоните, нам обязательно наши помощники передадут. И, конечно же, мы это будем учитывать и дальше, работая, воплощать в жизнь. Это же важно, это же ваши пожелания, это очень хорошие, интересные вещи. Мы еще немножечко тут, у нас есть буквально пара минут, мы приготовили небольшой сюжет. Да? Вот сейчас во время рекламы мы договорились, что мы споем небольшой сюжет песенки «Одна снежинка». Вот. И тут вот за 4 минутки маленечко подшаманили, да? Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Потрясающе. Дорогие друзья, скоро подойдет к концу наша передача. И я наших гостей прошу все-таки пожелать нам всем здоровья, добра, любви, счастья. Долгожития. Берегите себя. Берегите своих родных, живите долго, любите жизнь, радуйтесь жизни. И в этот потрясающий год пускай вас ждут великие свершения. Творите, любите. Всего доброго.